Непонимание человека – это мука. Вдумчивому поколению за понимание спасибо. Спасибо. Вы молоды, и в вас кипит пламя огня и много энергии. Добрый день, друзья! Именно для вас поэт посвятил эти строки. Сегодня мы посвящаем очередной час добропорядочности произведениям Мукагалима Катаева, основанных на справедливости, честности, патриотизме и уважении к стране. Внесший особый вклад в казахскую поэзию, поэт Мукагали родился 9 февраля 1931 года у подножья горы Ельчинбурек в селе Карасас. Стихи поэта Мукагали «Поэзия должна начинаться с любви и заканчиваться добропорядочностью» призывают людей быть честными, добрыми, воспитывать в молодом поколении любовь к родине, уважать родную землю и родной язык, почитать старших и ценить каждый миг мирного времени. О мой великий Казахстан, ты путеводная горящая звезда, какое счастье жить в своей стране, моя мечта и вечная любовь к тебе. В сердце любого человека, читающего это стихотворение поэта, пробуждается чувство патриотизма к своей родной земле, к своей необъятной родине, к своему священному Отечеству. Дорогие друзья, на самом деле любить родину нужно не на словах. Любовь к родине проявляется только когда человек обладает такими качествами, как честность, доброта, скромность, справедливость, ответственность, совесть, честь и достоинство, человечность и вера. Если именно эти качества найдут свое отражение в подрастающем поколении, наша независимость будет непоколебима, свобода вечна, а будущее совершенным и светлым. Безусловно, государство с такой молодежью будет жить спокойно и счастливо. Наверное, нет поэта, который не воспевал бы родной народ, а любовь Мукагали к народу прекрасно описана в этом стихотворении. «Первое счастье мое – это мой народ. Если он есть, значит, живу и я. Ему отдаю стихов свой сотовый мед. Дороже золота – это светлая радость моя». Конечно, поэма поэта ценна тем, что в какой бы эпохе, в какой бы период она ни была написана, ее ценность сохраняется веками. В этом стихотворении мысль поэта передается словами нашего президента. Слышащее государство – это, по сути, концепция создания справедливого государства. Недостаточно просто слушать и видеть проблемы граждан. Главное – принять правильное и справедливое решение. Дорогая, милая, родная сторона, кто тебя выдумал, Родина моя, сладостная колыбель моя? Для каждого из нас является гражданским долгом любить свою Родину, вносить личный вклад в ее процветание, чествовать каждый камень, чтить святую землю и верно служить своему народу Казахстана. Понимая ценность мирного неба над головой, наши предки передали будущему поколению независимость через призму честности, добропорядочности, справедливости, веры, где каждый гражданин, служа Отечеству, целенаправленно придет к светлому будущему. Куда ведет дорога к истине? А где же праведная Родина моя? Дороги перекрыты льстителям, бесчестным и коварным всем лжецам. Желанная поэтом Мукагали честность, справедливость, порядочность и вера необходимы каждому обществу как воздух. Такие качества закладываются с детства и принесут плоды в старости. Только тот, кто с преданностью служит Родине, будет иметь высокую честь и достоинство. Учитывая, что воспитание начинается с колыбели, детство – самая главная часть жизни человека. Юность – это этап, отражающий воспитание. Человек, посеявший зерно честности, поливавший его добропорядочностью и ответственной заботой, может стать лидером, который поведет за собой молодое поколение и всю страну. И как сказал поэт Мукагали, все покрыто зеленью, вечная весна. Огоньком зажглась прошлая мечта. Нет, я не обижен на тебя. Вы можете гордиться тем, что прожили жизнь свою, как весеннее солнце. На сегодняшнем часе добропорядочности через стихи и творчество поэта Мукагали были донесены размышления о достоинстве юности, как самой прекрасной поре. Мы не сомневаемся, что любой молодой человек, сумевший обобщить эти мысли в сознании и сделать выводы, пойдет по пути честности и справедливости. Задумчивая молодежь, стихи, окутанные тайной, делюсь с тобой, но нет успокоения мне. Сомнений горьких не тая в сердцах, есть мечта поэта о невысказанном слове.
Друзья, в рамках часа добропорядочности мы с вами побеседовали и поделились мыслями. Старшее поколение с большим доверием относится к молодежи и возлагает на нее большие надежды. И в завершении сегодняшнего часа добропорядочности хочется процитировать слова главы государства Касым-Жомарта Кемеловича Токаева. Укрепление независимости и дальнейшее процветание нашей страны – священный долг нынешнего поколения. Поэтому мы возлагаем на вас большие надежды. Будущее нашего государства за вами. Я горжусь нашей молодежью.